220 дошколят сельского поселения Яндари теперь будут заниматься в новом, просторном, современном детском саду. Он оснащен всем необходимым для обеспечения полноценного образовательного процесса. К строительству садика приступили в 2019 году. 2 этажа, более 4000 квадратных метров, 12 аварийных выходов, 2 лифта, наружное и внутреннее видеонаблюдение. Объект сдан подрядчиком под ключ. И уже сегодня островок детства готов распахнуть двери для своих маленьких жителей. Эти юные красавицы уже успели познакомиться и подружиться. Хава и Салима в новом саду сразу нашли и занятия по душе. На торжественное открытие садика надели нарядные платья. Теперь осталось и немного припудрить и носики. Не нравится, стань. А что еще тебе понравилось? Это кто? Баби. Волнительно сегодня в актовом зале. Здесь воспитанники тоже готовятся к ответственному мероприятию. Сейчас у них проходит генеральная репетиция. Приплыл к островку детства маленький моряк Саидмагомед Даурбеков. К подготовке праздника подошел серьезно. Ты стишок что-нибудь подготовил? Значит, у меня 2 стишка. Детский сад на 220 мест в сельском поселении Яндари построен в рамках нацпроекта «Демография». Этот день не менее волнителен и для родителей, которые ждали его открытия с нетерпением. Новое образовательное учреждение – не только возможность получить дошкольное образование для детей, но и новые рабочие места для местных жителей. Многие мамы могут не только в родном поселении отводить детей в сад, но и работать близко к дому. Оба мои ребенка будут ходить в этот сад. Садик сам по себе очень близко находится с моим домом, и поэтому мне очень удобно ездить на работу. И мне, и детям. Уверена, что новый детский сад будет радовать глаз не только ярким фасадом, но и эмоциями детишек. И он станет для них вторым домом, где будет светло, тепло и уютно. Всех жителей сельского поселения Яндари я поздравляю с праздником, с открытием нового детского сада. Разделить этот праздник с детьми и радость с жителями Яндари приехал и глава Ингушетии. До торжественного открытия Махмуд Али Калиматов осмотрел здание, пообщался с коллективом детского сада. Сразу после глава региона направился к дошколятам. У них к встрече почетных гостей все готово. Собрались как на парад, открывается сегодня новый света детский сад. Дети совместно с педагогами подготовили целую программу к долгожданному открытию. Стихи, песни, танцы. Радость, детство, любовь, наше детство, дружба и детский. Махмуд Али Калиматов поздравил детей, работников садика и местных жителей с открытием нового соцобъекта. Отметил, что проект «Демография» позволяет притворить в жизнь планы, которые наметил президент страны. И задача каждого чиновника-депутата – направить все силы на обеспечение счастливого будущего подрастающему поколению. Смотришь на детей, они счастливые же. Они настолько внутренне богатые сейчас. Они не знают, что еще бывает что-то в жизни, огорчение или что-то. И чтобы не знали вы это. Но это стоит больше всех благ, материальных, властных. Вот каждая ваша улыбка, многое отдать можно, вот, и по-честному работать, чтобы вы так радовались, учились. У вас здесь будут самые лучшие друзья. Вы пронесете это через всю жизнь. Через всю жизнь. Будьте здоровы. Мяш могешь думать, да, могешь хорошо, да, вот все будем стараться. И я как глава, и правительство, и глава района, сельского поселения, депутаты наши. Детский сад «Островок детства» рассчитан на 12 групп. Здание оснащено необходимым оборудованием. Здесь есть комнаты для сна, компьютерные, игровые, музыкальные, спортивные классы. Воспитывать детей будут по инновационной программе от рождения до школы. Созданы условия и для особенных воспитанников. С дошколятами также будут работать психолог и логопед. Подобран здесь очень творческий, молодой коллектив, который с рвением, с большой любовью и старанием отнеслись к этому оформлению. Все ждут, когда зазвучит смех, голоса деток. Мы все очень ждем и надеемся, что в скором будущем этот садик наполнится голосами, веселыми играми, занятиями в детском саду.
Также благоустроили дворовую территорию, предусмотрены детские качели, теневые беседки, лавочки, освещение. Списки детей все еще формируются по электронной очереди. У дошколят Яндери теперь есть возможность весело сбегать по лестницам, шуметь в игровых, стучать ложками в столовой. Замечательный отдых. Он нам подходит. Уверен, что всем детям тут понравится. Только как его назвать? Не отчаивайтесь, наши юные мореплаватели. Эту проблему очень легко решить. Давайте спросим у детей, которые с нетерпением ждут открытия нашего острова. Ребят, как мы назовем наш остров? И напоследок, самая важная и ответственная миссия – определите место островка детства на карте. Помочь воспитанникам детского сада в ее выполнении вызвался глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Что ж, друзья. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24.